Люди требуют ответов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Таджикистан не открывает границу с Узбекистаном. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Граница с Узбекистаном закрыта в связи с пандемией уже больше года, с марта 2020 года. После того, как пандемия пошла на спад, неоднократно обсуждалась возможность открытия границ, но вопрос так и не был решен. Узбекистан еще год назад, 1 октября 2020 года, открыл все границы – воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска для приезжающих из всех стран с рядом ограничений. Позже эти ограничения были сняты, и в настоящее время достаточно иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, чтобы пересечь узбекскую границу. Однако для большинства граждан Таджикистана вход в Узбекистан закрыт, причем, видимо, по инициативе таджикских властей. Почему же это происходит? До конца прошлого года разрешали въезд только в случае смерти близкого родственника или при поездках на государственном уровне. В конце 2020 года, после того, как 2 месяцами ранее Узбекистан официально заявил об открытии всех границ, стороны договорились пускать наземным путем 3 категории граждан: студентов, граждан, имеющих близких родственников на сопредельной стороне, и тех, у кого есть официальное приглашение из Узбекистана или разрешение таджикской стороны. Спустя год мало что изменилось. Если не брать в расчет тех граждан, которые имеют на руках авиабилет из городов Узбекистана в другие страны, и тех, кто просто дает взятку пограничникам на границе. К слову, с авиабилетами вышла такая ситуация. После того, как в СМИ прошла информация, что границу можно пересечь за мзду, приграничники вдруг усилили контроль, вследствие чего утром 4 августа около администрации города Пенджикент собрались десятки пассажиров, которые хотели перейти КПП Саразм-Джартепа и далее авиарейсом направиться в Россию. Для разрешения выехать из Таджикистана в Узбекистан пограничники требовали и требуют от 300 до 1300 самани от граждан и при наличии авиабилета и при наличии разрешительных документов. После нескольких часов ожидания председатель Абдухалик Халикзода вышел к ним и пообещал решить проблему. И тут неясно, на каком основании он мог принимать такое решение, и позже им разрешили перейти границу. Как вы относитесь к такому саботажу таджикского правительства? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ситуация с пропуском наземным путем наших граждан в Узбекистан совершенно непонятна. Повторимся, официальных документов о каких-то договоренностях общественности никто не предъявлял, ни узбекская, ни таджикская стороны. Кроме того, совсем нелогично выглядит этот шаг ограничения по пропуску, учитывая, что все это время между странами было открыто воздушное сообщение. Неоднократно уже писалось об этом и задавались вопросы в МИД страны, но не было никаких внятных ответов от властей. В МИД Таджикистана сообщили, что не владеют информацией по этому поводу, и вопрос открытия и закрытия границ решается на уровне Республиканского штаба по противодействию коронавируса. У Республиканского штаба нет пресс-службы или хотя бы представителя, кому можно было бы задать все эти вопросы. В Минздраве страны тоже ничего не знают о ситуации. Тут также не смогли ответить, как можно напрямую обратиться в указанный штаб. Потому назревает несколько логичных вопросов. Почему и на каком основании запрещается въезд граждан Республики Таджикистан из Таджикистана в Узбекистан? В чем причина этого запрета? Обсуждается ли вопрос полного открытия границ между 2 странами и кто принимает это решение? И главный, но скорее риторический вопрос: почему бы официально и полностью не открыть границу с Узбекистаном, когда есть острая необходимость в этом? Например, соседние страны, такие как Казахстан и Кыргызстан, давно уже решили этот вопрос, но Таджикистан, как всегда, не спешит с этим. Как вы думаете, почему? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!